Центральная библиотека Сыктывкара. Людей много, все ждут появления Ольги Яриловой. Гостей такого уровня здесь еще не было. К визиту замминистра культуры подготовили самые модернизированные залы библиотеки. Знакомство с библиотекой Ольга Ярилова начинает с привычного для всех эпидемического ритуала – дезинфекция рук и только потом приветствие гостей. С первых слов замминистра культуры России выражает свое восхищение, отмечает таких красивых и вместе с тем столь многофункциональных библиотек, как у нас, нет, пожалуй, больше нигде. Я очень рада, что мой визит начинается с библиотеки. Это, наверное, сейчас в силу разных событий одно из моих любимых направлений. А тем более, когда я увидела ПВКС библиотеки в Республике Коми, я поняла, что таких, наверное, нет нигде в России. Масштабная модернизация Центральной библиотеки Сыктывкара в рамках нацпроекта «Культура» прошла в октябре прошлого года. Современное оборудование, зоны отдыха и передовые технологии для обслуживания читателей. На полное оснащение вместе с ремонтом и дизайном ушли 14 миллионов рублей. А вы не отслеживали такую ситуацию, сколько у вас, какой процент посетителей библиотек, которые просто сначала приходят на мероприятие, а потом становятся читателями? Но у нас, как правило, когда проходят мероприятия, посетители всегда остаются, то есть им интересно посмотреть, как библиотека изменилась. Среди десятков современных гаджетов особое внимание привлекает автоматизированная система читательского учета. Посетители могут вернуть, а также взять книги здесь без помощи сотрудника. Есть в библиотеке и устройства для читателей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих предназначен специальный сканер лупа, который не только увеличивает текст книги, но и озвучивает его. Актуальная проблема взаимоотношений человека и природы, поставленные в драме, за это судить надо, решена молодым. Вот таким вот образом происходит озвучивание. Кроме книжного фонда и высоких технологий, в библиотеке есть пространство для коворкинга, а также несколько зон отдыха. Кроме обычных читателей, завсегдатые гости здесь – бизнесмены, общественники, а также представители молодежных организаций. С момента модернизации количество посетителей, говорят сотрудники, увеличилось аж в 3 раза. И это, по мнению федеральной гостьи, пожалуй, главный результат реализации проекта «Культура» – увеличение числа посетителей культурных центров через их модернизацию. Это новое, абсолютно точно, я с этим сама очень часто сталкиваюсь, даже на примере своих родителей. Вот все, что новое, нет, не будем. Потом только стоит дать гаджет в руки, они его уже потом не выпускают, потому что это комфортно, просто удобно. Очень удобно в работе стало с недавнего времени и тем, кто по ту сторону читательской лодки. Для удобства сотрудников в работу внедрен ионизированный идентификатор для ускорения инвентаризации библиотечного фонда. Ольгу Ярилову устройство очень впечатляет, ведь время подсчета изданий с ним практически моментальное. Сергей, а у пока? Нет, у нас только Я думаю, что такое устройство только у нас. Да. Так что, по крайней мере, мне никто не видит, что этого не показывает. Может быть, оно есть, я теперь буду спрашивать. Мне все рассказывали о том, чтобы проверить фонды, нужны десятилетия. Я буду рассказывать, отправляйтесь в Коми, они вам расскажут, как за считанные часы это сделать. В диалоге с сотрудниками библиотеки Ольга Ярилова особое внимание уделяет участию учреждения в развитии федерального интернет-проекта «Национальная электронная библиотека». К слову, для этого замминистра культуры предлагает использовать и грядущее столетие региона, создать на портале к юбилею республики отдельный специализированный раздел, посвященный культуре Коми-края. Мы, конечно, очень рады, что все-таки гостя из Москвы такого уровня заинтересовала в первую очередь в культуре библиотека. И вообще в настоящее время правительство наше и Министерство культуры Российской Федерации, в частности, очень большое внимание уделяет библиотекам, за что им большое спасибо. Мы такого внимания к библиотекам давно уже за последние годы не видели. Ну, в общем-то, проблем особых сейчас после модернизации никаких нет, поэтому нам просто хотелось похвастаться тем, что мы создали вот у нас в Сыктывкаре такую хорошую библиотеку. Многонациональность, уникальность каждого народа здесь проживающего, потому что, посмотрите, даже на модельные библиотеки, ведь каждая из них по дизайну не похожа друг на друга, и каждая учитывает те особенности, ту специфику тех людей, те потребности тех людей, которые живут в каждой конкретной местности. Конечно, это буйство красок, наверное, это самое уникальное, что есть в республике.
О буйстве красок культуры и нашей самобытности Ольга Ярилова продолжит беседовать с общественниками Коми. В ходе рабочей поездки замминистра культуры России примет участие в открытии социокультурного центра в Подчерье, а также во всероссийской сессии по сохранению старообрядческой культуры. Событие пройдет уже завтра в Усть-Цильме. В ходе него, впрочем, как и в ходе каждой встречи, Ярилова намерена затрагивать главную культурную тему для Коми, как грандиозно и по-особенному отметить столетие региона. Евгения Кладкевич, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.